Сегодня мало кто из якутян помнит тот момент, когда 8 октября 1925 года в воздух поднялся первый самолет «Стобвич». Для Якутии это было огромное событие. Первый полет стал началом развития воздушного флота республики. Сегодня авиация республики – одно из мощнейших подразделений всего транспортного комплекса нашего сурового края, осуществляющее круглогодичные перевозки пассажиров и народно-хозяйственных грузов, как на межулустных воздушных линиях, так и на центральных и международных. Одним из обывателей бескрайнего воздушного пространства является открытое акционерное общество «Авиакомпания Якутия». Компания базируется на международном аэропорту Якутск, в Москве, в аэропорту Внуково и в Краснодаре. Осуществляет внутренние рейсы по России, регулярные международные рейсы в Китай, Таджикистан и Южную Корею, а также чартерные рейсы в Европу. Авиакомпания «Якутия» была образована на базе авиакомпаний «Саха-Авиа» и «Якутские авиалинии» по указу президента республики в 2002 году. Сегодня авиакомпания «Якутия» занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Якутии, а также является одним из лидеров по количеству перевезенных пассажиров на внутрироссийских направлениях в аэропорту Внуково. В настоящее время в парке самолетов Якутии 28 воздушных судов и только самые современные воздушные суда. Самолеты, которые за все время эксплуатации показали себя самыми надежными и эффективными. Среди них Boeing 757-200, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Ту-154, Ан-140 и Ан-24РВ. Евгений Анатольевич, расскажите, пожалуйста, чем занимается авиационно-техническая база? В чем задача, функция? Задача, основная функция – это поддержание летной годности воздушных судов, с чем связана и безопасность полетов, и безопасность пассажиров, и обеспечение регулярности и исправности парка воздушных судов, для того, чтобы пассажиры не просиживали в аэропорту. Исправность, безопасность полета. И вообще, как парк ваш, как часто обновляется? Парк у нас обновляется, есть программа авиакомпании до 2020 года по обновлению парка воздушных судов. В настоящее время мы эксплуатируем новый отечественный самолет Ан-140. То, что уже сейчас у нас 4 машины, которые летают. В перспективе в этом году, в октябре-декабре месяце, также новая отечественная разработка Суперджет. Наверняка вы много слышали об этом самолете. Он придет на замену самолетов Ту-154. То есть эта программа существует, она планомерно, авиакомпания осуществляется. И сколько сотрудников эти самолеты обслуживают? В настоящее время с учетом линейных станций, а АТБ имеет еще линейные станции в Краснодаре, в Москве, Хабаровске и Магадане, работает в АТБ 320 человек различных специальностей. Молодые кадры? Молодые кадры нам сейчас активно готовит наше училище техническое, которое работает в Якутске. К сожалению, очень немного специалистов с высшим образованием приходят, именно авиационным образованием, с вузов Москвы и Питера. Хотелось бы как раз именно инженерные должности мы имеем вакансии и испытываем достаточно такой серьезный голод в кадровом составе инженеров. Средний специальный? Нет, именно высшее авиационное образование. А среднее специальное у нас ежегодно с училища к нам приходит 14-12 человек. Этого в принципе достаточно с учетом текучести кадров. После того, как самолет прилетел с очередного рейса, он проходит обязательный технический осмотр. За смену 6 авиатехников проверяет этот самолет на наличие всех неисправностей. В основном за самолетами мы можем наблюдать только в небе во время их полета. И вот о том, как эти самолеты взлетают в небо над нами, кто готовит их к полету, узнаем прямо сейчас.
Итак, перед тем, как самолет вылетит на очередной рейс, его тщательно проверяет целая бригада на наличие каких-либо неисправностей. Самолет считается исправным, если все системы работают в штатном режиме, значит, заправлен самолет всеми жидкостями, топливом, АМГ, масло и так далее. А в каких случаях самолет не допускается к полету? При любом дефекте. Да, при любом дефекте, угрожающем безопасности полета. А вот обучение вы где проходили? Обучение проходил в Иркутске. В 96-м году закончил. Как трудно ли учиться? Ну, если интересно, я бы не сказал, что трудно. Мне было интересно, мне было легко учиться. А молодые кадры у вас здесь работают, нет? Молодые, да, молодежь у нас каждый год приходит. Практику проходит или как? Или работа? Сначала, естественно, стажировка, а потом уже сдача на допуск и самостоятельное обслуживание. С работой справляется? Да, справляется. Ну, естественно, под руководством старших, а потом уже сами самостоятельно. А вообще подготовка воздушного судна к предстоящему полету занимает несколько часов. Ну, короче, я сейчас включил в основном все оборудование, которое используется в полете. Вот, допустим, вот сейчас я включу радиовысотомер. Вот видите, стрелка ушла, это на максимум, вернулась. Вот и сигнал звучит. Это мне говорит о том, что прибор работоспособен. Отработал на максимальную высоту и на минимальную. Сигнал гудел. Это здесь выставлена опасная высота, допустим, 60 метров. Сработала звуковая сигнализация. Все, допустим, по этой системе у меня вопросов нет. Я проверяю следующий и так далее. Теперь, вот я включал систему АБСУ. Вот видите, авиагоризонты. Они показывают в разные стороны. Через определенное время я проведу согласование. Они должны, гироскопы раскрутиться до определенной частоты. И потом, значит, я провожу это самое. Вот выставку авиагоризонта в нормальное положение, как он должен быть показывать в горизонтальном полете. Потому что пилоты пилотируют, глядя на этот прибор. Это... Ну что еще тут? Вот, допустим, прибор показывает курс. Уже раскрутилось. Тоже можно согласовать. Вот я сейчас согласовываю. Вот индекс пошел. Вот он идет и установится на стояночном курсе самолета. Примерно вот я по магнитному компасу смотрю, где-то 315 градусов. Проверяется буквально все, начиная от шасси до кабины пилота. Затем его обогревают, заправляют, потом еще раз проверяют. И только потом, если, конечно, все в порядке, авиалайнер может посадить на свой борт пассажиров. Этот самолет марки Ту-154М прошел технический осмотр и был допущен к полету. Теперь он готов принять на свой борт следующих пассажиров и улететь по заданному рейсу. А вот это ангар авиакомпании «Якутия». Здесь самолет ожидает свой следующий вылет. Здесь же проводятся текущие и капитальные ремонты судов.
Заходя в ангар, можно заметить, что там стоят самолеты, знакомые многим из нас. Все эти суда за все время их эксплуатации в наших климатических условиях показали себя самыми надежными. Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» эксплуатируется с 60-х годов, с момента его выпуска. За все эти годы эта модель показала себя самым надежным авиалайнером, приспособленным к нашим суровым климатическим условиям. Но хотя эти самолеты и используются в Якутии, но есть и некоторые недостатки. Этот самолет пассажирский, но скорость, вместимость тут больше, чем Ан-24. Ну, взамен Ан-24, потому что самолет Ан-24 35 лет у нас отработал, сейчас практически все уходит, потому что долго летал и по ресурсам он уже уходит от нас. И взамен мы взяли, вообще самое интересное, что вот Ан-140 в России только мы эксплуатируем, якутяне. Больше никто не эксплуатирует. А почему это так? Ну, потому что... Как себя показал вот во время... Именно, вот мы первоначально, как пионеры этого службы Ан-140, он показал как, что сырой самолет, если так, чисто для точки зрения. Ветер не тот. И вообще вот этот самолет нашему услугу очень тяжело воспринимать. Эксплуатация очень трудно. Но мы пытаемся делать. Ну, сейчас от нас с нами договор заключили, что мы эксплуатируем данный самолет. Сейчас и мы делаем. И как долго эксплуатируется данный самолет? Ну, это четвертый год эксплуатируем. Вначале было 2 самолета, сейчас 5 самолетов. Вместе делаем, обслуживаем пассажиров в Краснодарском крае, в России, и у нас Якутия 4. То есть по каким маршрутам он летает? По маршрутам, где Ан-24 везде летает. Но мы его используем как новый самолет и вместимость больше. Летаем Хабаровск, Иркутск, Магадан, вот эти такие рейсы. А ближайшие рейсы делает Ан-24. А в вашей службе какие специальности работают? В нашей службе работают инженера-механики, инженера электро, радио, оборудования. Выпускники вот каких учебных заведений примерно? Ну, в данном случае техников готовим здесь. Это уже очень хорошо, потому что наши ребята учатся здесь, в Иркутске, и качество обучения очень хорошее. Техника хорошая. Я вам познакомлю, те, которые ребята уже год работают, 2 года. Вообще долго учатся? Да, 3 года. Здесь учатся. Поэтому наши ребята никуда не ездят. И по качеству знаний ничем не отличается, которые мы раньше учили там, за пределы республики. А вообще молодых много у вас? Достаточно. Ну, сейчас у нас процентов 60 молодые специалисты. Текущий ремонт самолетов производится согласно регламенту и по истечению определенного налета. Хотя и редко, но бывают и вынужденные ремонты. А как часто самолеты с серьезными поломками сюда заходят в ангар? С поломками не становится по периодике, то есть по форме, по количеству часов налета. Ну а в процессе могут возникнуть какие-то поломки, дефекты с замечанием экипажа. Если интересует, что поломки конкретно, то да, если серьезные поломки, конечно, да, на периодический участок самолет попадает. То здесь уже непосредственно мы занимаемся этим устранением дефекта этого. Вот основной причиной серьезных поломок что является? Ну, это как жизнь, это непредсказуемо, это самолет, это все можно ожидать от него. Вот производится обслуживание вспомогательной силовой установки. Вот это. Была пробоина в камере сгорания, вот, и мы в кратчайшем времени заменяем. Вот. Скоро на выход уже улетает, сразу ставим и выкатываем. А от вашей службы что требуется? Ну, требуется дисциплина, и надо читать документацию, регламент. А обучение где проходили? Обучение вот здесь, в Якутске. Сейчас заканчивали. И как вы долго здесь работаете? Я почти 3 года. Нормально. А вообще в училище сложно работать? Учиться? Учиться? Нет.
сложно. Но главное вот стараться. Главное. Основные предметы какие были? Конструкции самолета. Ну там и базовые были, русский язык, математика. Но главное физику знать и техническую механику. Чисто моя специальность это связано с электрооборудованием, приборным оборудованием самолета. Все, что связано с электрикой самолета. Чем интересно ваша работа? Честно сказать, всем. Потому что приходится связываться с многими системами самолета, обслуживать все. И вот мне кажется, нравится все полностью в объеме. Вот это все обхватывает, когда все это всем нравится. Всем. А с иностранными самолетами приходилось работать? Честно сказать, пока нет. Но в будущем надеюсь, что сейчас будет поступать новая техника, надеюсь, что да, придется. А пока вот честно. Ан-140 тоже иностранный? Это украинский, совместно украинский и наш самолет, то есть российский, совместно обработанный, сделанный и теми специалистами. А знание иностранных языков в вашей работе нужно? Да, английский язык обязательно. Почему? Ну, потому что у нас сейчас новые регламенты идут на английском и на русском языку. То есть обязательно необходимо знать и тот язык. А какие-нибудь экзамены или как такую аттестацию проходит? Обязательно. Для техников вот, у нас раз в 3 года мы проходим курсы квалификации повышения. Плюс идут у нас есть по осенне-летнему периоду, весенне-зимнему, по переходу на периоды. Есть специальные сдачи экзаменов, квалификация тоже поднятие, повышение квалификации. Обязательно это происходит. А вот поломки самолета отличаются, когда, допустим, зимой и летом? Обязательно на каждый сезон определенные там есть у нас нюансы, когда на что нам обращать внимание приходится летом, весной, осенью. Тогда у нас как специальные виды регламента на это есть предусмотрено. Мы обращаем внимание обязательно. А в этой службе работают с приборами. Здесь их сверяют с эталонами, ремонтируют, бракуют. Короче говоря, служба добивается, чтобы приборы показывали абсолютно точно и без сбоев. Я занимаюсь проверкой, техническим обслуживанием и ремонтом авиационных приборов. То есть сюда входит что? Ну, все, что в кабине самолета на приборной доске, а также автопилоты, курсовые системы. А вот непосредственно на данном стенде что проверяется? На данном стенде здесь проверяются курсовые системы. Курсовая система ГИК-1, вот эта половина, и вторая половина курсовой системы ГМК. Ну, ГИК-1 на самолетах Ан-24, Ан-26, ГМК на самолетах. А каким образом вообще проверяется оборудование? Снимают самолеты по периодическим формам обслуживания. Когда положено, допустим, через определенный налет часов снять, проверить исправность и выдать, если исправный агрегат. И также по дефекту, когда в полете экипаж пишет, что отказал какой-то агрегат, возможно, такая-то система. Для примера, допустим, в полете написали отказ курсовой системы ГИК-1. Отказ в полете. Я смотрю, сверил номер агрегата, все подсходится. Беру технологические указания. То есть стандарты? Конечно, обязательно. Это первое, с чего мы начинаем. Здесь все расписано. С чего начинать. А вот этот прибор для чего предназначен? Он выдает гироскопический курс в систему ГИК-1. Вот как раз систему гироскопического компаса. И сюда подключается? Да, конечно, мы все подключаем руками. Можно показать. Ну, все это от какого самолета? Это Ан-24. И начинаем проверять. Находим гироагрегат Г3М. И все это по порядку. Вот, все. Проверить напряжение постоянного тока, переменного по фазам. И дальше проверить проверить токи потребления и дальше проверяем уход гироскопа в азимут. Следуя вот этим инструкциям проверять? Да, строго, только им. И все. А бывают такие случаи, когда какой-нибудь прибор
выдает вот абсолютно неточные параметры. Конечно, бывает все. И тогда смотрим, если он не гарантийный агрегат, то вскрываем и пытаемся. Или То есть здесь если ремонтируете? Да. Нет, мы не ремонтируем. Мы устраняем неисправность. Ремонт это совсем другое. А в этом помещении служба метрологии сверяет приборы с эталонами. Приборы ставятся на специальное оборудование и путем создания имитации самолетной нагрузки проверяются на пригодность и наличие сбоев. Вы сейчас только что были в лаборатории, да? Вы посмотрели, там как раз вот это самолетное оборудование снимается и обслуживается. Но оно обслуживается средствами измерения. Как специальными средствами измерения, так и средствами измерения общего назначения. Ну вот средства измерения общего назначения, это, ну, допустим, там частотомеры там какие-то, да, значит, скажем, осциллографы, генераторы, вот, значит, используются у них для обслуживания бортовых систем. Есть еще специальные средства измерения. То есть, ну, раньше вот такой термин был контрольно-проверочная аппаратура. Сейчас называется специальные средства измерения. Вот лаборатории этими, значит, средствами измерения пользуются. Для того, чтобы они, значит, могли настроить правильно бортовое оборудование, значит, чтобы оно не наносило ошибок в полете, там, в режимах навигации и так далее, значит, мы вот эти, значит, средства измерения, значит, производим их метрологическое обслуживание. То есть, как бы, значит, что вообще такое метрология? Значит, она занимается обеспечением единства и требует точности измерения. Чтобы вот эти средства измерения выдавали единицу физической величины, значит, в соответствии, значит, с существующими, так сказать, талонами, да. Вот. Свои аппаратуры мы, значит, сверяем с эталонами. В частности, у нас здесь в Якутске есть на Кирова 26 центр стандартизации метрологии. То, что, значит, они могут, значит, мы у них делаем, часть вывозим в Москву. Отсюда искусственно подаем типа самолетного сигнала, частотно модулированный. И вот он, если, например, вот 12 каналов, 11 канал у каждого свой код, и вот подаю по этой частоте. Видите, ушел, значит, сигнал маленький, значит... А он, если вот бежит? Нет, это значит плохо, значит он не ловит. У него, например, это 8,33 мегагерца, это кодовая частота. Вот так. У него здесь максимум 8,35 и 3. Должен быть в середине 8,33, но тут допуск 25 тысячных, значит он в допуске работает. Максимум. Мегагерц. 8 целых. А так этот выдает 2000 герц. Сегодня мы поговорили о том, как самолеты готовятся перед очередным рейсом, познакомились с теми, кто обслуживает и ремонтирует их. А в следующем выпуске «Профи» мы познакомимся с пилотами авиакомпании «Якутия».